речь гособвинителя была достаточно формальной. Он не уделял особого внимания анализу доказательств, понимая, что, в принципе, он, как говорится, прокукарекал, а потом хоть не расцветай. Так вот, что он, как принято говорить, потребовал у суда. По всем статьям он потребовал практически максимальное наказание, которое статьями предусмотрено. Он бодр, он уверен в себе, он твердо знает, что происходит и почему. Поэтому держится молодцом. Ну, в данном случае, на мой взгляд, не имеет значения, это 5 лет или это 10 лет, хотя, конечно, это действительно очень важно, поскольку каждый день пребывания в местах лишения свободы в нынешней ситуации в нашей стране это очень тяжело и плохо. Но мне кажется, я почему говорю, что большого значения это не имеет, потому что я уверен, что все 5 лет Николай в колонии не проведет. В нашей стране достаточно скоро наступят изменения, которые освободят всех политических заключенных, в том числе Николая Дедка. Судебный процесс проходил достаточно нервозно. Если начать с того, что якобы было какое-то минирование, во дворе суда Минского городского находилась машина пожарная, был плакат о разминировании, была окружена территория, собаки, милиция, как говорится, и задержали начало судебного заседания почти на полчаса. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, опять же, в сравнении с прошлым судебным заседанием, досмотр на 2 постах в здании суда был очень жестким, очень дотошным. Такого раньше в предыдущем суде не было. Это второе обстоятельство. Третье обстоятельство, конвой сегодня был достаточно многочислен в сравнении с прошлым разом. И конвоиры вели себя очень жестко и очень, на мой взгляд, даже грубо где-то. То есть одергивали буквально людей всячески. Насколько я знаю, людей не пустили. Была только так называемая, как говорят, государственная пресса. Некая дама была черноволосая и мужчина-оператор такой странной внешности, который поснимал и до начала еще судебного разбирательства и ушел. Она же, эта дама, осталась. Маленькая деталь. Те, кто пришел поддержать Николая, родственники, конвой, судья, гособвинитель, адвокат, Николай сам, все были в масках, кроме этой дамы, журналистки, якобы. Только она позволила себе сидеть в зале заседания без маски. Николай спросил у председательствующей судьи, можно ли ему снять маску, она ему запретила. Сказала, нет, нельзя. Вот такая деталь свидетельствует о том, что в нашей Беларуси, как уже принято считать, закон для всех разный в данной ситуации. Вряд ли судья пойдет на другое какое-то решение, на какой-то другой срок, который предложен гособвинителем. В лучшем случае это, может, каких-нибудь полгода, так, як кажуть у Беларуси, от чапного. Поэтому в данной ситуации мы сейчас думаем только об одном, чтобы Николай сохранил здоровье в местах лишения свободы. И будем все для этого делать. Тем более нам помогают многие люди, и морально, и психологически помогают, поддерживают нас. И я считаю, что у нас, у Николая, у нас все впереди. Это недолго будет длиться происходящее. Я не хочу даже говорить грубых слов на этот счет, но скажу, что уверен, что ситуация в стране достаточно скоро изменится. У нас будет возможность строить настоящую новую Беларусь. Если будет разрешено, я его прочитаю. Прочитаю на белорусской мове, хотя произносил он его по-русски. Усе удзельнікі працэсу маюць юрыдычную адукацыю, выдатна бачаць і разумеюць, што адбываецца. Я толькі хочу падзякаваць сваіх родных, сяброў, таварышаў анархістаў, журналістаў, праваабаронцаў, усіх неабыякавых людзей. Шаную іх працу, іх падтрымку і шчыра за это дзякую.
Ну а ўсім, хто мае дачыненне да арганізацыі гэтага судовага працэсу, роўна і іншых палітычных рэпрэсій у маёй краіне. Должен сказать, что он на слове «моей краине» сделал акцент. Я кажу, не питайте иллюзий. Ніякія написаныя вами паперкі, ніякі тэрор не здольны спыніць вызваленне человека и прогресс. Мы все равно пераможем. Вот такое последнее слово сказал Николай. И, на мой взгляд, это лучше всего выражает его отношение к происходящему, его морально-психологическое состояние и, собственно говоря, сам процесс. Мы все видим, что происходит в Беларуси. У нас чуть ли не вся страна скоро станет так называемыми экстремистами, радикалами какими-то, людьми, которые стремятся поломать, так сказать, существующий строй. Они враги этого строя везде и всюду. Журналистов вообще, ну, на мой взгляд, репрессируют без какого-либо закона, даже без оснований, только по одной причине, что журналисты пытаются рассказывать о происходящем в стране. Я глубоко убежден, что подобная ситуация, поведение власти вызвано исключительно тем, что власть видит, что ситуация в стране ухудшается, как экономическая, это в первую очередь, как морально-психологическая обстановка, что люди, многие уезжают из страны, очень многие, особенно люди, ну, уезжают, как мы прекрасно понимаем, люди думающие, люди достаточно волевые, которые знают, что они смогут там за пределами страны найти себе применение. Но они уезжают вынужденно, потому что репрессии усиливаются. Николай правильно сказал в своем последнем слове, что все равно это иллюзия власти, которая пытается репрессиями в отношении, в первую очередь, журналистов навести якобы какой-то порядок и сохранить свою власть. Убежден, что лишение возможности журналистов говорить правду о происшедшем в стране, собственно говоря, за это находится за решеткой и Николай, потому что он власти говорил правду в своих публичных выступлениях и везде, где имел такую возможность, говорил о добре, о справедливости, о законе. Ну а если власть объявляет, что не до закона сейчас, то, конечно, понятно, что репрессии будут продолжаться и усиливаться. Во что это выльется, конечно, трудно сказать.